Это живописные пейзажи Дегорского ущелья. Здесь, на правом берегу реки Урух, располагается небольшое селение Задолеск. Оно носит имя женщины, которую называют одной из ключевых фигур в истории остинского народа. Практически каждый житель Осетии знает легенду про Задолески Нана, которая еще во времена татаро-монгольского нашествия смогла спасти аланских детей и укрыться в этом селении. Селение Задолеск считается одним из самых старейших в Северной Осетии, но вот точную дату возникновения никто не может назвать. Известно лишь, что люди здесь жили задолго до татаро-монгольского нашествия. Такого мнения придерживается и этнограф Таймураз Тамаев. Здравствуйте. Он не один год изучает историю села. К сожалению, вопросов пока больше, чем ответов. Задолеск и Махчевск, и Кумбут, и другие села очень старые. И начало никто не знает, когда были основаны. А вот само слово тоже под вопросом. Дело в том, что если Лесгор мы знаем, Кумбута знаем, что за слово. А вот Задолеск, Махчевск не знаем. Может, это с племен, которые здесь проживали, может, от них осталось. По мнению некоторых историков, до позднего Средневековья Задолеск играл фортификационную роль. Это был северный форпост Дегорского ущелья. Благодаря местоположению отсюда просматривалась вся местность. Даже дома в селе строили так, чтобы можно было и обороняться, и наблюдать. В случае приближения врага одни воины разжигали сигнальные огни, чтобы оповестить соседние села об опасности, другие готовились отражать нападения. Местные жители должны были сдержать наступление врага до прихода подкрепления. Здесь были по духу воины и вообще крепкие люди, потому что на форпостах всегда бывает тяжелее всех. То есть это вход в ущелье, его нужно было оборонять. Если бы они их легко прошли, то другие, естественно, значит, страдали больше. Даже вот стычки, значит, придя сюда, они обязаны были задержать врага на какое-то время, пока они оповещали всех, что враг идет. По словам историков, для поселения горцы чаще всего выбирали скалистую местность. Это защищало от селевых потоков. При кладке дома использовали известняковый раствор. Стены обмазывали с двух сторон. Такая техника позволяла строению прослужить достаточно долго. Начиная снизу от жердей, потом, значит, на жерди накладывали сначала подпорные столбы, на них бревна, накат, потом накат жердей идет, сверху, значит, или лапник, или солома, сверх соломы глина, и дальше опять вот особый род глины, который набивался специальными деревянными молотками, и в зависимости, значит, от погоды постоянно ремонтировался, потому что глина, конечно, держит хорошо, но когда проливные дожди, то, сопротивление ослабевает. На юго-восточной части селения Задолеск располагался Нахаш, где собирались старейшины и обсуждали важные проблемы и вопросы села. Чем дальше дом от Нахаша, тем он новее, объясняют этнографы. Стены жилища возводили на крепких каменных основаниях. Из-за сильных и холодных ветров окна домов чаще всего выходили на юго-восток, юг и юго-запад. С севера даже входов нет, иногда делали, потому что когда пристраивали что-то, то не получалось так, чтобы с общего входа можно было в том помещение попасть. Поэтому иногда получалось, что вход с севера, там, как обычно, тогда тамбур какой-то строили, чтобы не задувало зимой. Зимы бывали очень суровые. Вот наметет вечером снег, и утром двери не открыть в северную сторону. Поэтому вот приблизительно в таком контексте и делали все. Строение домов типичное для горцев. На первом этаже чаще всего располагался хлев. Это помогало сохранять тепло в доме. Жилища также обогревали дровами. Правда, со временем леса сокращались, поэтому горцы стали использовать кизяк. Это пищевые отходы животных, которые, значит, собирали, утрамбовывали, высушивали,
нарезали определенной формы, вот прямоугольной или квадратной формы, высушивали и зимой ими топили. Во-первых, это получается как торф, он очень энергоемкий, вот кизяк, и получалось вот абсолютно безотходное производство. Горская семья обычно жила на втором этаже. По традиции дом делили на мужскую и женскую часть. Количество комнат зависело от достатка. Чем зажиточнее семья, тем просторнее жилище. Старались создавать максимальный уют, насколько это было возможно. Во-первых, чистоплотность была на высочайшем уровне. Даже мусора не было никогда в горах. Не было. Потому что вставали чуть заря, и первым долгом, вот молодая невестка, или если невестки не было, то девушка из дома выходила и обязательно подметала. Женщины убирали, ухаживали за домашней скотиной, готовили, делали сыр, масло, мололи зерно. Мельниц было несколько видов. Водяные устанавливали на реках каждые 20 метров. Были общественные мельницы, были частные мельницы, были ручные мельницы, которые, ручной мельница – это вот только приготовить для семьи. А чтобы впрок заготовить муку, это нужно было в большой мельнице помолоть. Я еще сам помню, вот когда какие-то праздники, то нужно было обмолачивать пшеницу, рожь для приготовления пива, для особых пирогов, и поэтому, была очередь на мельницу. Мужчины также ухаживали за скотиной, занимались заготовкой сена и охотились. Говорят, практически в каждой семье был опытный следопыт. Ограниченные возможности разведения скота. Скот держали на высотах. Иногда зимой оставались в таких местах, выпадал снег, они просто выбираться не могли. Очень тяжело. И поэтому и скот погибал, и все такое. И, естественно, в таких моментах уже обращались к природе. Здесь есть туры, здесь есть серны. Здесь когда-то водились в неограниченных количествах оленей, о чем свидетельствует святилище Дигоризотта. Пещере полностью заставлены рогами. Жители Задолеска занимались как животноводством, так и земледелием. Вокруг села находились пашни и пастбища. Правда, в горах не так легко было выращивать зерновые культуры. В горах всегда была нехватка зерна, и молочные продукты, в основном сыр, масло топленое, все это собиралось и вывозилось за пределы на обмен. То есть меняли на зерно, на рожь, реже на пшеницу, потому что пшеница была дороже всего. XIII-XIV века – тяжелый период для аланских племен. Во время татаро-монгольского нашествия уничтожались целые поселения алан, которые жили на равнинной части. Все те, кто не хотели покоряться, были убиты. Некоторым удалось бежать в горы. По словам историков, татаро-монголы не жалели ни стариков, ни женщин, ни детей. Если ребенок был выше колеса арбы, то его убивали. В архивах тоже есть, что то, что они творили, дети видят. Мужики воевали, и многих не станет. А вот кто видит и осознает, что происходит, вот их убивали. А вот маленькие дети, они там все забудут. Где-то годик, 2-3. И вот поэтому они есть арба, у арбы есть колеса. Колеса соединяют ось. И вот если стоит ребенок и голова выше этой оси, тогда они его убивали и убивали этого человека. А если ниже, тогда не трогали. И вот она вот таких собрала. Согласно легенде, после нашествия татаро-монгол, женщина, которую звали Нана, собрала более 30 аланских детей и увела их в горы. Среди них были и подростки. Таким образом, ей удалось спасти представителей аланских племен. Ребенка вывести – это одно, но его нужно накормить, его нужно напоить. Они были босиком, раздетые. Их надо было как-то укрыть. Это ж все легло на ее плечи. Другого не было помощника, никого. Вот самый старший, насколько я знаю, 14 или 15 лет ему было. Мальчик, девочка, конечно, это были помощники. Как они могли это делать? Некоторые эксперты уверяют, что Нана с детьми прошла путь от Верхнего Джулата, это район нынешнего селения Ольхотова, до Задолеска. Расстояние немалое и достаточно сложное.
Скорее всего, она умела охотиться, разжигать огонь и была не старше 40 лет. Мне, честно говоря, вот с этим трудно согласиться, чтобы она преклонных лет была. Дело в том, что Пушкин когда-то писал, что когда они шли на охоту, к ним вышел егерь, старик лет 40. То есть, понимание такое. Я вот думаю, что ей было около 40 лет. Многие спрашивают, были ли у нее у самой дети. Возможно, были. Возможно, в сострадании то, что она потеряла своих детей, она вот их собирала из-за этого больше. Для многих по-прежнему остается загадкой, как Нана с детьми смогла преодолеть реку Урух, ведь тогда здесь не было мостов. Добравшись до Дегорского ущелья, они укрылись в пещере Морг, которая находится недалеко от селения Задолеск. С наступлением холодов пришлось покинуть убежище. Женщина понимала, в таких условиях зиму им не пережить. Она понимала, что мерзнут будут дети, и она незамеченной не останется. И она тогда поднялась в село, ее, конечно, встретили доброжелательно, все. Есть такая версия, что Задолеск, люди, которые здесь жили, они были ироноговорящие. А она принесла язык дегорский. И благодаря тем детям современный дегорский язык как бы сохранился. А то он мог исчезнуть полностью. Для спасенных детей местные жители построили дом. Селение Задолеск стал для них родным. Дети выросли, создали свои семьи и помогали Нана вести хозяйство. После ее смерти дом стал святилищем. Нана называли Занхонизад – земным богом. Там и продолжали жить, но тем не менее, в год один раз собирались и вспоминали ее, и добрым словом, все и так далее. А потом, после войны разрушилось. И рядом построили, и тяжело, видите, какие камни, 2 этажа, все это рухнуло, но поддерживали, когда они жили. А после некому было уже, и никто не жил, опустошил, и такие недолго еще держался дом, потом рухнули 2 этажа. И мужики, они собрались, и здесь во дворе построили навес. В 1992 году здесь провели полную реставрацию. Инициатором был этнограф Таймураз Тамаев. Вместе со студентами он разобрал старый навес и хлев. Вход отсюда был. С ворот заход и на 1-й этаж. А на 2-й этаж это мы сами построили. За 3 сезона восстановили. Из камня сухая кладка, утварь, там очаг, все и так далее. Мы это сделали. Тамаев следил и участвовал во всех этапах реставрации. Ремонтировал дом, восстанавливал кладку. Вместе с группой активистов воссоздал обстановку, в которой жила Задолески Нана с детьми. Вот здесь ондуга называется, сушили, солон. Это запчасти с ткацкого станка. Это бурдюк называется. Вот здесь кефир. Грибковый кефир, молоко заливают, а потом еще и так далее. Легенда о женщине-спасительнице нации есть у многих народов. Но у осетин этот образ имеет реальный прототип аланской женщины, объясняют историки. Это необычный человек. Видимо, Всевышний ей дал такие силы, что она выдержала весь этот поход. Приблизительно это около 400 километров, если даже не больше. Если по пересеченной местности, это получится больше даже.
Каждую первую субботу августа в селении отмечают праздник, посвященный Задалески Нана. Сюда приезжают не только жители республики, но и осетины, проживающие в Европе. Праздник начинается с осетинских танцев, песен, стихотворений. Затем разыгрывается небольшая сценка, которая рассказывает гостям о жизни Задалески Нана. Праздник Задалески Нана – единственный, где молятся новорожденным девочкам. Мазардайын загой вою гуримандыр, кудин ковун мазардайын алтамандыр. Имаза бафулда ананезута, артигакерita макосартакта кудыр баласай тенназба. Йоханарфын хусаллакана. Йо темай. Кадари марбачута вою гуримида сай саража. Нанайын кабарсту кадай сайдарды гурина балнейристони Америка онга. Вою кудыр Нанайын гундарама амус гундарама акатиндыр кудайта. Йоханарфын хусалла. Катнана ескадистан ба. Хачи гундар расуктар каба куба. Зардайдар кара куба. Сухайра сухтар каразага. Хёчу куштата адам бул кудар цончу. Во время застолья старшие селения возносят молитвы Задалески Нана, просят о защите и благодарят за спасение осетинского народа. В окрестностях селения есть еще два святилища – Дигоризатта и Стурхуцал. По словам старейшин, они оберегают людей от бед и напастей. Жители и выходцы Дигорского ущелья каждый год приезжают сюда на праздники, молятся и просят о помощи. В 2000 году местный житель Роман Тикоев построил в селе часовню Рождества Пресвятой Богородицы. Службу здесь проводит иерей Иларион. Заглянуть внутрь храма может любой желающий. Захта Иису кат маварзита вот анхаст канета мафазахстита, ама азра корзан мафидей, ама венрадзанан андарравдавак, самай вахатзава аносма, ацагдина адивот, дуйнеин абун, уйрайсунней, оман амай, навиной, амай назоной, сумах байзоньета, уман ама вахатцей, ама вазарде царзаней. В день, когда освещали часовню, здесь стала радуга и стояла, пока освещали. Это люди, все люди видели, и все были очевидными свидетелями, все были очевидцы. Служба начинается обычно с Тресвятого, потом мы читаем Акафист, Евангелие, молимся о здравии, о упокоении и отпуст, молебны, водосвятные молебны. С чтением Акафиста это бывает месяц, 2 месяца раз. Сегодня в Задалеске живут чуть более 10 семей. Отток населения начался в конце XVIII века, после присоединения Северной Осетии к России. Малоземелье заставляло горцев покидать родные места.
Те, кто остались, развивали инфраструктуру. Вскоре в селении открылась церковно-приходская школа, где обучали грамоте местных ребят. После Октябрьской революции началась вторая волна переселения. Горцы могли получить на равнине землю и работать в колхозах. Более того, образование было доступнее. Появилось очень много образованных людей и военных. В горах тоже семьи, в основном астинские семьи, были очень многодетными. И села практически оставались количественно в таком же составе. То есть население выросло, очень сильно выросло после присоединения к России и особо после Октябрьской революции. В советские годы в Дегорском ущелье было 2 больших колхоза, где работали практически все жители близлежащих сел. Работали школы, больница, различные мастерские. Потом, когда уже не стало ни колхозов, ничего, у людей ничего не осталось, чем заниматься. Только подножным кормом можно было жить, содержать животных. Это было очень сложно. Во-первых, продать мясо сложно, продать масло сложно. А сейчас уже не стало, и это уже не сложно, но просто уже невозможно, потому что людей нет. После распада СССР многие села Дегорского ущелья опустели. Лишь недавно выходцы стали возвращаться. Сегодня в Задолеске насчитывается 12 домов. Есть и те, кто живет здесь не первый год. Нонна Текоева вышла замуж в Задолеск 19 лет назад. Здравствуйте. Теперь это ее родное селение. Хлопот здесь всегда хватает. Нонна говорит, что за эти годы приноровилась быстро делать домашние работы, чтобы оставалось время для общения с односельчанами. Я сюда вышла замуж. Мне здесь очень понравилось, потому что это село было очень дружное село. И сейчас они так и живут до сих пор так. Дружба сохраняется. По вечерам собираются, но особенно зимой, и все ужинают вместе. Российские туристы – частые гости в Задолеске. Они хотят не только полюбоваться красотами, но и познакомиться с местной культурой и национальной кухней. Нонна Текоева готовит для гостей с большим удовольствием. Чаще всего просят испечь традиционные астинские пироги. За последние 3 года очень много туристов сюда приезжают. И иногда мы им готовим и кушать пироги, особенно национальное блюдо. Приходят, мы готовим, например, мясное, все свое, что у нас есть, это им интересно. Мы, естественно, изучаем все красоты, которые можем за это время охватить. Съездили в Голиат, Камунту, на водопад. А вчера наши коллеги писали здесь картины и сказали, что это круче всего. Когда мы поднялись наверх, это было что-то вообще невероятное, потому что такой обзор, такой простор, я не знаю, как это можно передать словами, да, что такая красота земли тут просто неземная. В Задолеск приезжают также и выходцы из селения. Это представители нескольких фамилий. Текоевы, Андреевы, Гамаоновы, Дзансоловы, Кардановы, Хосроевы, Цакоевы, Базиевы, Хохоевы, Габеевы и Гуцунаевы. Считается, что Текоевы – одна из старейших фамилий. В лагере Комбай Расудан Намукак, Бурдиккой Гурята, на происхождение Гурята ясты. Май Бурдиккой Расудан Маами Арсардан, Маами Бас Мукаганца. Фулдар канурадят тунса, как-то спиранов-то на мукак. Этот маленький поселок – часть большой истории народа, чья жизнь менялась под веянием ветров времени. История Задолеска – это история народа, которая смогла сохранить уникальную культуру и традиции. Многие уверены, что в ближайшие годы Задолеск может разрастись, так как с развитием туризма появилась работа. Тогда здесь вновь начнет протекать бурная жизнь, а это уже будет новая страница в истории древнего селения.